Александр Грата, известный рок-музыкант, поэт, вокалист и наш земляк, чьи песни исполняют Лайма Вайкуле, Григорий Лепс и другие звезды, готовит музыкальный подарок к столетию республики. Об этом уроженец Воркуты рассказал в прямом эфире Юргана в программе «Детали не формат». Александр Грата – легендарная не только для воркутинцев личность. Многие помнят его еще по рок-группе «Альтер Эго». Именно с нее он начинал в 90-е годы свою музыкальную деятельность. Я считаю, что вообще рок-музыканты в стране, вообще в стране, не только в нашей республике, они незаслуженно не обращали никогда внимания именно на, вот в Коми, на родной коми-язык. И я очень сейчас настроен, и сейчас ищу себе соавтора, сделать, наверное, сингл, а может быть EP, тяжелой, хорошей музыки на коми-языке. То есть я уверен, что это можно сделать адекватно, красиво, и спеть и сыграть на мировом уровне, ребят. Накануне на Юргане состоялся прямой эфир из Воркуты. В программе «Детали не формат» зрители увидели выступление музыкального коллектива заполярного города «Лимонадная шкатулка» во главе с Вячеславом Барукаевым. Где же твое лицо? Западное кольцо, северное кольцо, в сердце моем кольцом. Подобную трансляцию ранее Юрган вел из Ухты. Технические возможности нашего телеканала ранее оценили организаторы зимнего триатлона в Кирове. А в дни празднования столетия Коми мы планируем прямые эфиры из Москвы и Санкт-Петербурга. Обещаем, будет очень интересно. И последняя информация выпуска. В понедельник в Сыктывкарском государственном университете имени Петирима Сорокина откроется уникальная выставка без срока давности. В экспозиции уникальные архивные документы о трагедии мирных жителей в годы Великой Отечественной войны и о преступлениях нацистов и их пособников на оккупированной территории. Жители других городов и районов Коми смогут побывать на выставке онлайн. Прямой эфир начнется в 11:30 в группе «Молодежь Коми» ВКонтакте. Всероссийская выставка откроется в 63 регионах России, от Калининграда до Дальнего Востока. Архивные документы рассекречены и опубликованы в рамках федерального проекта без срока давности, реализуемого по поручению Владимира Путина.